которые сегодня не будут работать. Если мы реально пытаемся каким-то образом сосуществовать на Кавказе, в мире и в дружбе, мы должны к кавказским вопросам относиться по-другому. И поэтому сейчас Ассамблея народов Кавказа, она называется именно из-за того, что мы, Ассамблея народов Кавказа, говорим, что все люди, проживающие на территории Кавказа, а Кавказ это до берегов рек Волги и Дона, они все кавказцы. И русские, и евреи, и армяне, и греки, и украинцы, и татары. Мы все являемся кавказцами, мы все равноправные. И от того, что мы сейчас будем пытаться каким-то образом одеяло перетягивать с одного края на другой, мы от этого только будем уходить от всего того, что мы могли бы решать в настоящее время. Я как ученый говорю вам, я не занимался исследованием этого вопроса, в чеченской, в ингушской, в кабардинской среде, в карачаевской, вот это очень хороший историк. Мы могли бы найти очень много документов, которые свидетельствовали бы, что аж до Волги и до Дона это были земли чеченцев, предков, ингушей там и других. Никто не сомневается, что Краснодарский край это адыгские земли. Но сегодня история другая. Реалии совсем другие. Если мы хотим уничтожать друг друга, бороться за этот каждый клочок земли, мы просто будем заниматься самоуничтожением. Мы должны принять ту мысль, что мы живем в одном доме, что мы плывем на одном корабле. Будет пробоина в Ростове или в Махачкале, неважно, корабль потонет. И поэтому давайте в конце концов прекратить заниматься глупостями. Касаемо русской государственности, я с самого начала говорил и говорю, должна быть русская республика. Русская республика. Русские должны иметь свою государственность. Только тогда это будет настоящая федерация. Касаемо того, что казаки. Если казаки, вы себя сегодня позиционируете как народ, я ничего против этого не имею. Я чеченец. Я родом из племени такого-то. Я знаю, кто я такой. Но если Попов, Зиковицкий, другой говорит, я казак, я не русский, я другой национальности. Ну, извините, я с вами согласен, потому что лучше вас никто не будет знать, кто вы являетесь и кем вы себя позиционируете генетически. В связи с этим я хочу сказать другое, от этого хотел бы перейти в другую плоскость. Это мое выступление, просто реплика. Я не хочу сейчас. А может быть, я сейчас и выступлю, чтобы потом и не возвращаться. Давайте вернемся к сегодняшним реалиям. От того, что мы сейчас будем ломать копья, от того, что мы будем приводить доводы. Вот атаман, мой друг Сергей, говорил, что казаки доигрались до того, что 300 спартанцев являются казаками. Я говорю, ну извини, ты здесь не являешься первооткрывателем, потому что и в любом народе, включая чеченском, там есть люди, которые там называют и 300 спартанцев и так далее. Ну давайте мы не будем на этих фольклористов, вот этих людей, которые занимаются свободной темой, своим таким творчеством, не обращать внимания. Давайте, если мы как люди государственные, если мы подходим ответственно за судьбу своего народа, за судьбу своих городов, районов и так далее, и относиться к делу по-государственному. Теперь возвращаясь к сегодняшним реалиям в российском государстве. Страна катится на дно, валится в пропасть. Режим захватил власть. И сейчас мы ожидаем без всякого сомнения какие-то очень серьезные кризисные наступают дни. Осень это очень тяжелая, осень 19 года, а 20 если мы доживем в этом формате, будет еще хуже. Так вот, когда в Москве, в Питере начнутся волнения, бессрочные митинги, первыми события начнутся на Кавказе. Первыми от того, что мы устали. Мы, чеченцы, устали, чтобы на нас всегда федеральное государство делало политику. 95-6 год, чтобы приватизировать нефтегазовый комплекс, начали уничтожать нас. Из неизвестного подполковника, чтобы сделать президента, с его крылатой фразой «мочить в сортире», сделали вторую чеченскую войну. Сколько можно, черт возьми, нас убивать? Но почему вы, казаки, сидите в стороне и молчите? Вставайте и вы. Вставайте и говорите, что нельзя убивать. Вставайте все, и не только казаки и чеченцы. И не только эти.
левые, правые, зеленые, я не знаю, там еще какие-то политические партии. Если мы с вами вместе не встанем и не будем единым кулаком, какой-то единой объединенной группой, мне задавали вопрос, а как ты представляешь, иудеи, христиане, мусульмане, разные народы, как ты представляешь? Я представляю очень просто, мы кавказцы, у нас одни обычаи, мы понимаем, у нас нравы одни, у нас культура одна. Так давайте, черт возьми, вот вокруг того, что мы имеем, и объединимся. Но не будем отсиживаться, не будем отлеживаться. Кавказ и кавказцы — это пассионарии. Это люди, которые сумеют стоять. Я не знаю, я сейчас никого не хочу здесь, в этом зале, обвинять. Но очень многие хотели бы, чтобы чеченцев уничтожили. Мы не дадим себя уничтожить. Мы будем драться, мы будем воевать, но мы будем отстаивать. Почему чеченцы... Я председатель партии национальной независимости. Почему ты, который тогда говорил о независимости, сейчас немножко другая ситуация? Ситуация изменилась. 300 тысяч убитых невинных женщин, детей и стариков. Плата у российского государства перед чеченским народом огромная. Мы говорим, а теперь я призываю и вам, Ассамблея народов Кавказа говорит, российская власть должна нам отдавать нашу долю от якутских алмазов, от магаданского золота, от норильского никеля, тюменской нефти, уренгойского газа. Требуйте вашу часть, давайте вместе станем. Почему только один Фридман, Абрамович и Усманов должны получать все эти деньги? И с каких пор и до каких пор только какие-то ограниченные группы людей, политических партий, социальных групп этого будут требовать? И давайте мы вкупе будем. Может быть, когда мы создадим единую такую общность, тогда и отпадет вообще вопрос о каких-то казаческих обществах. Вообще, если у меня спросить, я говорю, надо убрать Северокавказский, создать единый регион, южное государство или Кавказское государство. Вы только послушайте 2 секунды меня. Сколько мы сэкономим денег? Создаем Кавказскую республику. Вот эти все декоративные парламенты, правительства, прожорливых, бездарных людей, которые лижут задницу Кремлю, если мы их убираем и эти деньги пускаем на садики и на дороги. Сколько социальная программа увеличивается. Даем мы огромную власть на муниципальном уровне и создаем. И тогда решаются вопросы. Нет чечено-ингушской, вообще-то это надуманная проблема. Ее и не было, и не будет. Осетино-ингушской проблемы, чечено-дагестанской, кабардино-балкарской. Все проблемы снимаются. Мы с вами становимся гражданами одной Кавказской республики. Но почему нам этого не дают? Да потому что, чтобы нас разводить. Я буквально несколько дней назад смотрел, где Дугин проводил семинары со спецслужбами. Он говорил о религии ислам. Он говорил, нам не нужно, нам нужно создавать такой мясничевский ислам, чеченский и другой. Мы должны сделать таким образом, чтобы у них вот эти отдельные были фрагменты. Мы не должны допустить, чтобы они, мусульмане, объединились и создали какой-то рисунок. И мы свою задачу выполняем четко. Точно такая же система применяется и против нас. Русских, чеченцев, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев и прочих. Нам вот эти мины замедленного действия ввели, и мы поводимся на них. И последнее. События в Ингушетии, в Чечне, вот мы же об этом и говорили. С чего вдруг, когда сегодня ситуация в стране ухудшилась, почему вдруг кадастровая служба, правительство Российской Федерации, вдруг с какого бодуна они озаботились и начали эти границы устанавливать? Это на теле Кавказа устанавливаются мины замедленного действия. Ингуши торопили, ингуши доподлинно поверили тем сигналам с Москвы, по линии Рогозина там, и других, кто там приезжал с Москвы, что им разрешено. Нет, им разрешили только создать митинг и обозначить проблему. Больше нет. Столкновения чечено-ингушские должны, когда в Москве пойдут громить Кремль и когда бессрочные митинги будут.
Когда питерцы говорят, это наша историческая судьба, мы революцию совершим. Это их дело, питерцев. Вот когда там они это будут делать, здесь начнут. И вас тогда, казаков, вольных и реестровых, вам будут внушать и петь песенки. Вот эти чеченцы, там, ингуши, вы такие славные, красивые, давайте против них. И вот поэтому вы не должны допустить того, чтобы нас стравливали. Вот поэтому мы должны с вами часто видеться. И сейчас я вам откровенно скажу, если мы с вами будем активно работать, тогда политический центр российского государства переместится сюда, на Кавказ. А почему он переместится? Потому что события, этот уже взорвавшийся, бандитский режим, он очевидно, он уже приходит к своему концу. Но события начнутся здесь, чтобы они могли сохраниться. И поэтому мы с вами должны быть готовы к этому. Мы должны часто видеться. Мы должны с вами советоваться. Если нужно, мы должны вместе, вот в этих ваших казацких одеждах, с казацкими переплясами, я не знаю, там, с русскими хороводами, с чеченскими танцами, из одного хутора в другой, из станицы в аул, в село в другое. Если нужно, давайте не допустим, чтобы очередной раз нас подвели под черту, после которого будет хаос, разруха. И вообще, я убежден, страну ведут, я думаю, Максим свое слово скажет по этому поводу, нам это интересно, страну ведут к развалу. Почему? Если не будет страны, не с кого будет спросить за руководителей страны, которые проворовались, совершали преступления, взрывы домов. Вот это все сейчас мы можем много спросить можно по правовой системе, да. Правильно совершенно. Но если нет этого государства, где совершались преступления, инициатор спрашивать не будет, поэтому страну ведут к развалу. Страну ведут к развалу. Но я говорю, давайте сохраним хотя бы Кавказ. Давайте сохраним хотя бы Кавказ. Большой, сильный, мощный. Кавказ сегодня дотационный. Это житница кубанская. Это Кавказ, который всегда кормил себя и всегда подавал соседу. Это специально нас держит вот на такой игре, чтобы мы зависели от Кремля. Поэтому давайте, друзья, мы с вами собрались. Сегодня мы подпишем очень важное соглашение. Соглашение, где мы провозглашаем, что мы, казаки, что мы, горцы, будем единым кавказским народом, что мы не позволим собой управлять, и мы обязательно должны добиться этой цели. Я понимаю, мы все понимаем, сразу это не делается, но если мы будем вместе, нас не победить. Спасибо.